Новые меры поддержки для защитников Отечества. Участники специальной военной операции и их семьи в Коми будут получать бесплатную юридическую помощь, а также льготу на газификацию жилья. Такие законопроекты рассмотрят парламентарии региона на очередной ноябрьской сессии. Также предлагается увеличить выплату по уходу за престарелыми и инвалидами и расширить перечень получателей льготы на газификацию жилья. Сегодня поправки в региональные законы рассмотрели на комитетах Госсовета. Детали в материале Ольги Коняевой. Парламентарии Коми и исполнительная власть продолжают оттачивать параметры главного финансового документа региона. По результатам обсуждения 17 госпрограмм народные избранники внесли 43 предложения. Это, например, выплаты спортсменам-участникам чемпионатов в составе сборной Коми, а также помощь муниципалитетам в приобретении выдвижных спасательных постов на водных объектах. Расходы по 8 пунктам из предложенного включены в поправки к проекту бюджета. На строительство лыжной базы по улице Лесопарковой в городе Сыктывкаре 50 миллионов рублей на 2023 год, 24,8 на 2024 год. На строительство системы водоотведения в селе Айкино Усть-Илимского района на 2023 год 36 миллионов рублей, на 2024 52,5 миллионов рублей. На ремонт асфальтного покрытия лыжероллерной трассы государственного автономного учреждения Республиканский лыжный комплекс Тарасы Сметаниной на 2023 год 34,2 миллиона рублей. В Коми уже установлена выплата людям, которые ухаживают за одинокими пожилыми и инвалидами. Сейчас поощрение от 4 до 7 тысяч рублей в месяц, плюс районная и северная надбавка. Но эти суммы не стимулируют жителей заключать договор об уходе, желающих все меньше. По поручению главы региона предлагается выплату увеличить. Это позволит максимально продлить оказание помощи нетрудоспособным на дому, а не в интернате, на что в бюджете республики предусмотрено по 52 миллиона в год на трехлетний период. Предлагается увеличить размер ежемесячного вознаграждения лицу, осуществляющему уход и помощь нетрудоспособному гражданину, и установить его в размере 9 тысяч рублей за гражданина, имеющего вторую степень способности к самообслуживанию, 11 700 рублей за гражданина, имеющего третью степень способности к самообслуживанию. С начислением районного коэффициента северной надбавки сумма вознаграждения увеличивается практически в 2 раза и составит, например, при уходе за гражданами второй степени способности к самообслуживанию в Сыктывкаре 15 300 рублей и 20 700 рублей, например, в Инте. Еще одна социально значимая поправка касается материальной помощи на газификацию. В этом году выплату увеличили с 50 до 75 тысяч рублей. Перечень претендентов на поддержку значительный, но его предлагается еще расширить, включить сельские семьи с детьми, инвалидов, одиноко проживающих людей, малоимущие семьи, а также мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Эти средства будут расходоваться на подготовку проектно-сметной документации. Эти средства будут расходованы на строительство газопровода в рамках земельного участка и, конечно же, на приобретение газового оборудования. Новая поддержка для военнослужащих спецопераций и их семей – бесплатная юридическая помощь. Механизм подтверждения статуса сейчас прорабатывается совместно с военкоматом и Министерством социальной защиты. Вопрос бесплатной юридической помощи в ведении Министерства юстиции Коми, но получить консультацию можно в разных структурах. Бесплатную юридическую помощь в Республике Коми оказывают как все ведомства, которые, по своим вопросам сами консультируют и помогают обратиться и в суды, и обратиться за справками. Также Государственное юридическое бюро помогает участвовать в бесплатной юридической помощи. И также у нас есть и юридические клиники, есть другие организации, которые подключены к тому, чтобы помогать военнослужащим. То есть они оказывают квалифицированную помощь. Перечень есть в Министерстве юстиции, на сайте Министерства юстиции. Теперь и мировые суды Коми будут обязаны вести, кроме своих сайтов, еще и официальные страницы ВКонтакте и Одноклассниках, так как большинство жителей пользуются именно этими соцсетями, и на федеральном уровне они утверждены как базовые информационные ресурсы. Эту и другие поправки в региональные законы парламентарии рассмотрят уже завтра на очередной сессии. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.